این تشکیلات‌ها که طرق زوراوری سازمان دادن دولت عمومی اسلامی جهانی خلافت بزرگ میباشد معلومات پیدا کردم. Суд Хатлонской области 8 июня признал виновными двоюродного брата верховного муфтия Таджикистана, имам-хатыба соборной мечети Васейского района Мухаммад Саида Акрамова и его родственников в участии в исламском движении «Братья-мусульмане», пишет новостной сайт Ахбор.ком. Имам-хатыб и трое его братьев получили условный срок и были освобождены в зале суда. 10 человек, в том числе сын, зять и племянники Акрамова, приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саид Мукаррам Абдул-Кадир-Зада отказался давать комментарии журналистам по этому поводу. Напомним, что Мухаммад Саид Акрамов и его родственники были задержаны правоохранительными органами Хатлонской области в начале года. По словам одного из родственников имам-хатыба соборной мечети Васейского района, Мухаммад Саид Акрамов и несколько его детей в прошлом учились в исламских вузах Египта и в 2014 году по призыву властей вернулись на родину. Один из осужденных, Абдулазиз Акрамов, сын имам-хатыба, часто выступал по местному ТВ Мавджи Азот на тему борьбы с так называемым терроризмом. Собеседник Хабархода Мулло Шокирхон из Душанбе прокомментировал решение суда следующим образом. Все подобные приговоры выносятся судами в рамках борьбы с исламом со стороны сегодняшнего авторитарного сюкалеристского режима страны. И даже официальных имам-хатыбов не обходит стороной такая участь, сколько бы в свое время они не прислуживали режиму. В этом случае также некоторые из осужденных до ареста были действующими имамами, старавшимися не выходить за рамки диктуемого правительством так называемого умеренного ислама, однако и это их не спасло. Даже лояльность муфтия к режиму не спасла тюрьмы его близких родственников, хотя Саид Мукаррам Абдул-Кадир-Зада уже долгое время прислуживает режиму, умышленно вынося фетвы, противоречащие исламу. Все имамы должны понимать, что они не могут обезопасить себя и своих близких, прислуживая авторитарному антиисламскому режиму во вред мусульманам, скрывая истину и придавая легитимность решениям этого режима с точки зрения ислама, сказал Дамулло. یعنی در آیه قرآن خودش آیه سوره بقره آمده است. آیه نمیخوانم چون که جناب عالی اون سخن‌هایی که شما گفتید همش آیات همش حدیث بود. یعنی من اینجا اقتباس نمی‌بیارم.